Здравствуйте, уважаемые члены жюри. Меня зовут Данилова Сардана. Мне 6 лет. Я воспитанница детского сада Сардана, подготовительной группы Уремачи детского сада Сардана. Мой проект называется «Мыло наш надежный друг». Актуальность исследования. Почему все взрослые говорят «мойте руки с мылом»? Все микробы и бациллы, как огня, боятся мыла. Нужно ручки с мылом мыть, чтоб здоровенькими быть. Знают дети все вокруг, мыло наш надежный друг. Цель моего проекта – это изучить свойства мыла и изготовление своего мыла в домашних условиях. Для этого я поставила следующие задачи: узнать возникновение мыла, изучить мыло и его состав, узнать отличия между жидким и твердым мылом, чем они отличаются, изготовить мыло в домашних условиях. Гипотеза. Я думаю, что жидкое мыло имеет наиболее хорошие качества для использования детей, чем твердое. Что такое мыло? Мыло – это средство, которое очищает грязь и убивает микробы. Оно бывает жидким или твердым. История возникновения мыла. Мыло свое название получило от древнеримской горы Сапфо. Когда-то на этой горе древние римляне жгли костры, готовили пищу, жир смешивался с золой от костра, а потоки дождя смывали эту массу в реку, в которой местные женщины стирают белье, что при помощи смеси жира и золы белье лучше отстирывается. Я сходила в магазин и увидела, что мыло для наших рук бывает твердым и жидким. Чем они отличаются? Чтобы узнать вопрос на этот ответ, я прочитала их состав, спросила у медицинских работников нашего детского сада и пришла к следующим выводам. Твердое мыло его плюсы. Оно быстро смывается, значит, его можно использовать в любых ситуациях. Оно дешевле. Его минусы. Оно сушит кожу, оставляет после себя налет, на нем могут остаться микробы. Жидкое мыло. Жидкое мыло содержит оливковое масло и алоэ вера, поэтому смягчает, увлажняет и питает кожу. Его плюсы. Оно не сушит кожу. Есть дозатор, значит, оно более гигиеничное, не выскальзывает из рук, быстро пенится, не вызывает аллергию. Его минусы. Оно стоит дороже, требуется много воды, чтобы смыть его. Результаты опроса детей в группе. Я спросила у детей нашей группы, каким мылом они пользуются. Из 11 опрошенных детей жидким мылом пользуются 4, а твердым 2, и используют 2 вида мыла 5 детей. А на вопрос, каким мылом им больше нравится пользоваться, 9 детей сказали, что любят жидкое мыло, и только 2 нравится твердое. Изготовление своего мыла. Для этого мы взяли остатки мыла, натерли на терке 2 столовые ложки, добавили глицерин 1 чайная ложка, лимонная кислота 1 чайная ложка, мыльные лепестки, горячая вода, смешали блендером, дали остыть, налили в дозатор, и все получилось. Вывод. У жидкого мыла больше преимуществ, поэтому наша гипотеза, что жидкое мыло подтвердилась, и я принесла детям изготовленное мной жидкое мыло, чтобы использовать его при мытье рук. Кроме того, я узнала много интересного и полезного о мыле в нашей жизни. Спасибо за внимание.